Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы обсудим такую очень интересную тему, связанную с моей точки зрения, локомотивом всего этого информационно-медицинского фашизма. И связана с организацией, которая называется ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. Обсудим ее с болгарским политиком и специалистом в области вирусов, эпидемий и прочего, с Пламеном Пасков. Пламен, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас и всех ваших зрителей. Пламен, вот организация, озвученная мною в начале, ВОЗ, такое громкое название, всемирное, да, то есть там ключевое слово в этом названии всемирное. Вот мне это напоминает, вот у нас есть такой кандидат в президенты Российской Федерации Павел Николаевич Грудин, и у него есть совхоз имени Ленина. Тоже громкое название, совхоз, но на самом деле это закрытое акционерное общество, открываем кавычки, совхоз имени Ленина. Вот что такое с организационно-правовой точки зрения всемирная организация здравоохранения? Что это за организация, кем она финансируется и какой у нее статус? Всемирная организация здравоохранения – это как Федеральная резервная система США. Когда говорят американцам Федеральная резервная система, они думают, что это их монетарная система, они думают, что это их национальное достояние, и она якобы печатает наши американские деньги. А по факту это частная лавочка из учредителей, большая часть из которых, кстати, приехала из Великобритании. До этого они были в других географических краях, и это сейчас раскрывать и обсуждать долго не будем. Это архиинтересная историческая история. Отдельная тема, да. Отдельная тема. Поэтому, когда создавали так называемую Всемирную организацию здравоохранения, которую называли так красиво, другой подобный пример, кстати, тоже могу дать, когда создавался Bank of England, 1694 год, там абсолютно та же самая ситуация. Bank of England, только это было не народу Великобритании, это было как раз этих 40 с чем-то учредителей, львиная доля из которых составляла британская королевская тогдашняя фамилия, которая, кстати, платила свою долю не золотом, а деревянными рейками, то есть у них даже деньги ни в бумажном, ни в золотом, ни в любом другом виде не было. Они деревянными палочками, рейками это платили. Но это другая экзотика, которую раскрывать не будем. Всемирная организация здравоохранения абсолютно та же самая ситуация. Притом потому, что как раз участвуют, заметьте, те же самые персонажи. Ну, я имею в виду коллективные персонажи. Не обязательно фамилия, имя, отчество, телефонный номер, там, электронный адрес и прописка где-то, а участвуют те же самые кланы у истоков создания этой организации. Более того, они входят в составе практически всех значимых структур. Я понимаю, что выражаю слишком коротко и может быть расплывчато, управляющих не просто процессами мира, но и сознанием мира. Я скажу, открою вот такую небольшую, скажем так, скобочку. Речь идет, конечно, о Рокфеллеров. И когда Рокфеллеры стали тем, кем они стали, в начале 20 века они были намного слабее коллективных Ротшильдов. Где-то к середине у них наступил не просто паритет, они примерно 71-73 год уже стали расширяться и получать большую долю. А после 73-го до конца 20 века они, можно сказать, вытеснили Ротшильдов или, вернее, стали более значимыми. Но каковы приоритеты у Рокфеллеров по поводу вложений, по поводу инвестиций? Это очень важно понять, потому что только тогда человек начинает понимать, почему Всемирная организация здравоохранения – это многое другое, кроме того, что вы сейчас думаете, когда слышите вот это словосочетание. Первый приоритет у Рокфеллеров – это инвестиции в политике. Не в индустрии, не в высоких технологиях, не в нефти, не в газе, не в золоте. Политика. Второй приоритет для Рокфеллеров – это образование. Только именно образование с точки зрения образа и для будущего, какие им нужны. Они инвестируют не просто в университетах, они инвестируют в определенных научных направлениях, в идеологии этих научных направлений, и они развивают те направления, которые им нужны, и которыми они потом пользуются для создания систем приоритетов и знания, познания, и якобы познания у максимально широкого количества людей, не просто в Америке, а по всему миру. То есть, когда говорится, что эти ребята типа филантропы, что они дарители, что они такие щедрые меценаты, надо понимать, что щедрость у них достаточно такая наркотическая, как наркодилер, который покупает за единицу данный товар, а потом продает его в 3-5, ну, если может, конечно, и 6-7 раз дороже. Вот эти ребята такими мелочами не занимаются. Они занимаются нормой прибыли, которая выходит на 9-12 и выше раз больше, чем те деньги, которые мы туда вложили. Причем измеряется результат не деньгами, измеряется намного более важными вещами, чем деньги, а именно власть над сознанием людей.
Только 3, 4, 5 приоритет у Рокфеллеров, у коллективного кластера кланов, в том числе и управляемой группой кланов Рокфеллеров, то это 12-17 из больших громких имен, вернее, самое главное из них вообще не громкие, их можно найти только в специализированных источниках, но у них капитал и значение намного больше, чем те, которые мы читаем на Forbes, там, Economist и так далее и тому подобное. Только после этого идет энергия, после этого идут высокие технологии, после этого идут биотехнологии, после этого идет все остальное. Еще раз, первая политика, второе это образование. И раз идет речь о Всемирной организации здравоохранения, еще когда она создавалась, до того, как вообще-то какого-то Билла Гейтса даже не было в качестве студента, не закончившего, конечно, в Калифорнии, они стоят у истоков вот этой организации. Они собирали, если хотите, медицинские познания, они ими руководили, контролировали, направляли по всему миру, вернее, по всем тем странам, куда достигала достаточно длинная рука англосаксонских владетелей мира. Англосаксонских я имею в виду те, которые печатают то, что другие имеют право либо обязательство называть деньгами. Потому что такое деньги? Это кусок резаной бумаги с какими-то там изображениями и словечками. Они становятся деньгами только после того, как мы заставили кого-то верить, либо считать, либо орудовать ими в качестве денег. Являются ли это деньги, сейчас мы это обсуждать не будем. Поэтому Всемирная организация здравоохранения буквально с первого дня своего создания, она постепенно наполнялась, скажем так, подчиненными структурами. Страны действительно были заставлены делать свои взносы в этой Всемирной организации здравоохранения для того, чтобы настоящие владельцы тратились меньше, для того, чтобы создать иллюзорность действительно всемирности. Она действительно всемирная только по территории распространения, по территории операции. Это как всемирная корпорация, только это не есть организация, которая печется о здоровье этих людей. Это организация, которая проводит все самые масштабные испытания медицинских препаратов, испытания медицинских технологий, разработки биоинженерных технологий. Это организация, которая оперирует и может себе позволить, вернее, может заставить всех этих других стран подчиняться EU, потому что помимо этих чисто медицинских консультантов, медицинских переговорщиков, медицинских инструкторов, медицинских рекомендаторов, у них есть на коротком поводке рыцари плаща и кинжала. Если какой-то руководитель какой-то страны не согласен с тем, что они рекомендуют, требуют или хотят сделать на этой территории, приходят как раз эти ребята и начинают проводить другого типа переговоры, которые вообще не соприкасаются с тематикой медицины. Примерно подобное сейчас происходит в Белоруссии, примерно подобное сейчас пытаются сделать в Туркмении, примерно подобное уже по признанию президента Мадагаскара, это уже происходило в Мадагаскаре, это очень маленькое государство, кстати, нельзя просто так свысока смотреть на Африку, потому что если Черная Африка была черной и отсталой по сравнению с нами во второй половине 20 века, после того, как мы сами угробили наш мир и откатились на несколько технологических уровней назад, то часть из этих африканских стран вообще не стояли на месте, они боролись и, соответственно, получили свои результаты, которые соизмеримы, например, с результатами России. Я в моей сфере, в ветеринарной сфере могу вам сказать, что, например, весь отдел зообизнеса, то бишь сельхозживотноводства России, он меньше, чем африканской страны Габон. Про Гану я говорить не буду, но она недалеко, но Габон это точно там по количеству, по объему скота и по размерам выручки ветеринарных фармацевтических компаний, а это уже соизмеримые показатели, достаточно ясно это показывает. Так вот, Всемирная организация здравоохранения в конкретном случае выступает в совершенно другом своем качестве. Потому что если нужно смотреть на свои собственные правила, которые они же писали, они же рисовали, они же апробировали на весь мир все эти десятилетия, они сказали, что, ребята, мы объявляем пандемию при отсутствии наличия оснований даже для эпидемии, мы вам обеспечим медийную поддержку, мы вам обеспечим административную поддержку, мы вам обеспечим финансовую поддержку, потому что сразу, вернее не сразу, а непосредственно накануне, до того, как 13 марта, пятница 13 был объявлен вот этот режим для десятки стран нашего региона, исключением составили Россия, которая 2 недели спустя это сделала, и Великобритания, которая, о чудо, может быть это совпадение, но они тоже вместе с Россией, в одну и ту же дату, 25 числа, как раз сегодня вообще-то, ну не то что годовщина, ну вот дата такая получается, то они обеспечили обещание Мирового банка. Где Всемирная организация здравоохранения? Где Мировой банк?
Оказывается, один из главных инструментов Бреттон-Вудской системы, то бишь Мировой банк, предварительно сказал: ребята, по поводу борьбы с коронавирусной инфекцией мы выделяем там разные источники, я не знаю, специально перепутали, либо там суммы менялись на ходу. Одни говорили 50 миллиардов евро для Европы, другие говорили 500 миллиардов, и та, и другая сумма достаточно такая жирненькая, значимая. И что оказалось? Оказалось, что благодаря этим комиссарам, эмиссарам Всемирной организации здравоохранения, врачи, в том числе и некоторые инфекционисты, с ума сошли. То, что они говорили в конце февраля, то, что они говорили даже в первой половине марта, по совести, по науке, по опыту своему, по всему остальному, вдруг они переметнулись на 180 градусов во второй половине марта и стали топить и лоббировать за... Они стали свидетелями секты коронавируса последнего дня. Причем рьяные такие кандидаты на звание пророка секты коронавируса последнего дня. И оказалось, что есть центральная финансовая указка и для больниц, и для врачей, что если вы запишете COVID-19, вы получите дополнительный финансовый стимул, причем официально. Это не деньги под столом, это не коррупция какая-то договорная. Это было объявлено официально. Министр здравоохранения Болгарии, выступая в одной из главных, это не болгарское, но по регистрации, это внешне оперативный такой СМРАТ, средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, BTV называется, но он просто выступил и сказал: ребята, деньги, которые мы вам выделяем за борьбу с этим, зависят напрямую, количественно, то есть на душу населения, врачей и больниц. Сколько вы нам найдете, столько вы и получите. Причем, естественно, получите по так называемым клиническим дорожкам значительно больше, чем те обычные диагнозы, которые вы ставите. То есть COVID-19 стал диагнозом золотой жилой. Оказывается, ставишь ты COVID-19, даже если там тупой насморк, даже если там какое-то нерасположение, неважно какое, ты просто, деньги тебя ждут. Ты просто сделай так, подпиши, напиши, печать поставь, чтобы заполучить этих денег. То же самое по поводу актов смерти. По-русски, по-моему, примерно так и называется. То есть свидетельство... Свидетельство о смерти, да. Регистрация, да, смерть. Те, где было написано COVID-19, а только настоящие причины смерти потом были указаны в списке типа сопровождающие заболевания. Сопровождающие — это якобы, они, понимаете ли, там на очереди стоят они второго, третьего, четвертого порядка. Какие сопровождающие заболевания, когда там инсульт, там массивный инфаркт миокарда, там 15 заболеваний до этого было, там сердечная недостаточность, почечная недостаточность, цирроз печени и любые другие диагнозы, которые являются совершенно самодостаточными основаниями для смерти людей. Либо там возраст 92, или 87, или 98 лет, и так далее, и тому подобное. То есть, если они получают прямое финансовое стимулирование для того, чтобы их кривить душой и кривить профессиональной совестью, то мы имеем системный процесс, который управляется вот этим, оказывается, не имеет ничего, вернее, не то, что ничего общего с медициной, а которые злоупотребляют медицинской тематикой в получении совершенно других, в конкретном случае, естественно, политических, геополитических, экономических, демографических и социальных целей. Всегда, когда банда Рокфеллеров делает что-то в мире, неважно, это мировая война, неважно, это что-то другое, неважно, это третье, четвертое, я заметил за все это время, пока занимаюсь, скажем так, изучением и последние 10 лет, по крайней мере, я сопоставлял вот эти события по периодам времени и так далее, у них никогда не преследуется одна главная причина. У них всегда есть список целей, и они обычно получают минимум 50-70% качественного и количественного выполнения этих целей. Если кому-то сейчас кажется, что COVID-19 это для того, чтобы нас чипировали, ребята, это слишком маленькая цель. Да, это, конечно, входит во все этой операции. И эти чипы находятся в руках людей, которые рассматривают нас в качестве вредной дичи, в качестве популяции, которого следует сократить, причем оперативно, быстро, дешево, за их счет. И они эти свои намерения не скрывают. Список целей, которые ставятся под этой глобальной спецоперацией COVID-19, достаточно длинный. Мы его обсуждали, по-моему, и в первой, и второй нашей встрече, наших разговорах, поэтому я сейчас повторяю
углубляться не хочу, но в конкретном случае надо воспринимать Всемирную организацию здравоохранения как, например, Геринга во Второй мировой войне. Геринг – это представитель, конечно, вермахта, он отвечал за Люфтваффе, но он и есть зло, безусловно, он и есть проблема, он является первым, причем крылатым носителем чего-то плохого для нас, но бороться с одним Герингом, не брав Берлин, не уничтожив Гитлера, мы не решим проблему. Мы должны понимать, где источник, потому что значимый, но это является просто инструментом-носителем для выполнения определенных целей. Всемирная организация здравоохранения, у нее нет ни танковых дивизий, ни космических вооруженных сил, ни ядерного оружия, и все равно ее инструкторы, когда приходят в качестве рекомендаторов, ими слушаются, потому что знают, кто за ними стоит. Геринг не был страшный сам по себе. Страшна вся эта махина вермахта, которая за Герингом и вместе с Герингом идет на Советский Союз. Вот это страшно. Поэтому здесь нельзя терять из виду именно главную причину, с которой мы имеем дело. Мы имеем проблему с титанической силой, которая на нас накатывает, и б, с отсутствием суверенитета у башни Кремля, которые, по сути, являются главной квартирой Коха в Минске во время оккупированных территорий. То есть это гауляйтерщина. Это не есть башни Кремля с Левитаном и Сталиным, это гауляйтерщина. Вот это главные две беды, которые надо извлечь и понимать. Когда мы говорим о ВОЗе, ВОЗ это только часть проблемы, это не есть главная проблема. ЧИП это только часть проблемы, потому что в руках этих людей, у этих структур, у этих господ. Это не есть главная проблема. Пламен, еще такой уточняющий вопрос, чтобы окончательно все точки над «ё» расставить. Какая организационно-правовая форма у этого ВОЗ? ООО это, НКО, что это? И за счет чего обеспечивается ее легитимность там, юридически? Вот при помощи каких инструментариев юридических они влияют на вот эти вот правительства, так называемой Российской Федерации, Болгарии и других недогосударств? Это всемирная организация, которая создавалась чисто, понимаете, как бы я это ни назвал, и с юридической, и с функциональной точки безупречно, это сейчас не имеет значения для зрителей. Главное понять суть. А суть следующая. Они сделали оболочку, видимость, вот все процедуры, все ритуалы по регистрации, по функционированию этой организации так, чтобы все в той или другой мере соответствует, скажем так, первому представлению, именно первому представлению. Но сам факт того, что ее рекомендаторы являются инструкторами, причем приказчиками, причем те, с которыми спорить вообще нельзя, которые делают предложения, от которых отказаться нельзя, указывает на то, что эти ребята оперируют, неважно, институционализированно, формализованно, либо другим образом, именно с теми же серьезными глобальными спецслужбами мира. Не только с американскими ЦРУ, не только с американскими агентством национальной безопасности, но и с британскими, и не только с британскими. То есть они имеют инструменты давления, как мы в середине нашего разговора сказали, к ним подключен мировой банк. Раз это мировой банк, это Бреттон-Вудская система. Раз Бреттон-Вудская система, значит это Федеральная резервная система, мировой банк, о котором мы говорили, С, Всемирная торговая организация и Международный валютный фонд. Все это идет всегда в пакете. Это как 4 пальца одной руки. И они являются инструментом всего этого. Они за этим стоят. Это попытка Бреттон-Вудской системы продолжить свое второе дополнительное дыхание, потому что всем прекрасно, по крайней мере специалистам, известно, что Бреттон-Вудская система выдохнулась. Она практически исчерпалась функционально, и сейчас она находится в агональном технологическом состоянии. Агония, но эту агонию можно продлить еще лет на 5, на 10, на 15. Римская империя помирала 200 с чем-то лет. Они тоже глобальные операторы, они хотят продолжить свою, хоть и погибающую, но форму существования контролем властью над миром. Спасибо, Пламен, большое. И до новых встреч. До свидания. До свидания.